На берегу кыргызской жемчужины Иссык-Куль прошел третий международный шахматный турнир среди детей памяти депутата Жогорку Кеңеша Улана Чолпонбаева. Турнир собрал молодых шахматистов из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России и даже далекого Чили и стал незабываемым событием для всех любителей этой интеллектуальной игры. В упорной схватке за звание лучшего шахматиста сразились шахматные гении, будущие гроссмейстеры, чемпионы Азии и мира. Главным арбитром соревнования выступил президент зоны 3-4 ФИДЕ, куда входит Кыргызстан, Хусан Турдалиев. Фигура для мира шахмат легендарная. Я считаю, что турнир, ежегодное проведение, это очень большое значение имеет для развития шахмат. Поскольку эти дети победили этих турниров, со временем, естественно, они повышают свое мастерство, выполняют нормы, разряды разные, и в будущем это будущие гроссмейстеры. Я хочу пожелать успехов всем участникам. Я думаю, дети здесь все, они очень, глаза блестят у всех, они хотят победить. Пусть побеждает сильнейший. Я думаю, в будущем мы увидим среди этих детей гроссмейстеров Кыргызстана. Участники соревновались в нескольких категориях по возрасту, что сделало соревнование более честным и интересным для всех. Турнир проходил в течение 3 дней. За эти дни юные шахматисты продемонстрировали не только свои игровые навыки, но и дух соперничества и взаимоуважения. В этом турнире я волновался в последнем туре, потому что у меня была дележка с Бабаем Амиром. И я в конце проиграл на 0,5 бугольц. Я занимаюсь в школе, шахматная школа Гарде. Мой учитель Михаил Марков, он международный мастер. В итоге победителями разных возрастных категорий стали спортсмены из Кыргызстана, их большинство, и Узбекистана. Юные участники удивили судей и зрителей своей способностью видеть не только текущее положение на доске, но и планировать несколько ходов вперед. Многие из них проявили невероятный талант и аналитический склад ума, соревнуясь с опытными соперниками в креативных и напряженных партиях. Сейчас у нас, безусловно, бум, шахматный бум, потому что и есть успехи наших юных шахматистов на международной арене, так и Кыргызский шахматный союз очень много делает для популяризации шахмат. И проводится огромное количество соревнований, увеличиваются призовые фонды, а потом был приглашен гроссмейстер, который занимается детьми. И это, конечно, дает толчок развитию шахмат. Конечно, победа в турнире важна, но главное, что объединяет молодежь со всего мира в стремлении к общей цели. Это продвижение шахмат и поддержка молодых талантливых игроков. Этот турнир показывает, что шахматы – это не просто игра, но и искусство, которое способно вдохновлять и объединять народы. Также, помимо борьбы за звание чемпиона, этот турнир стал площадкой для обмена культурными и шахматными традициями. Участники и их семьи имели возможность познакомиться с культурой и обычаями других стран, что способствует укреплению дружественных связей между нациями и пониманию разнообразия в шахматном мире. Основные цели и задачи общественного фонда Улана Чолпонбаева является повышение уровня шахматной игры среди учащихся. Так как наша шахматная школа является детской, то есть контингент у нас от 8 до 16 лет. И мы всяческим образом из своих средств мы организовываем районные, областные, республиканские, международные турниры, в том числе и фестивали. И у нас Улан Сапарбекович, непосредственный создатель шахматной школы, он не разу повторял свои наставнические слова, что школа не должна оставаться просто школой, она должна быть усовершенствована. То есть где-то в фестивалях, в турнирах шахматных, чтобы занимали определенные места, чтобы интеллектуальное развитие у современной молодежи, особенно у детей. Так как сейчас дети, в большинстве случаев, у них увлекаются компьютерной графикой, смартфоном, но это сугубо исключительно в целях повышения своей интеллектуальной способности. Это
шахматы очень большую роль играют. Еще одним значимым событием турнира стало внедрение электронного ВАР. Мобильные устройства записывают полностью шахматную партию, и в отдельных случаях арбитр может пересмотреть спорные моменты. Внимание! Впервые в мировой практике шахматный ВАР был применен именно в Кыргызстане. Впервые в мире эта система была апробирована в Кыргызстане на турнире Западной Азии, на Иссыкуле. Вот. Также эта система использовалась на чемпионате Азии в Ташкенте. Вот сравнительно недавно был чемпионат. Там ее арбитры тоже успешно применяли. Собственно, на данном турнире тоже система ВАР использовалась. Сама программа, она находится в открытом доступе, ее может скачать любой, сейчас достаточно много пользователей. Вот. Я уверен, что ее активно применяют и другие организаторы, видя в этом пользу. Вот. Сами арбитры хорошо отзываются о системе. Это им помогает сконцентрировать внимание на тех досках, на которых не стоит трансляция, не стоит система ВАР. В спорных моментах всегда они могут обратиться к видео, посмотреть, что было на доске, и вынести правильное решение. Это хороший помощник арбитру. Также организаторы пригласили на турнир известных международных шахматных судей для проведения мастер-классов для кыргызских арбитров. Один из мастер-классов провел легендарный международный шахматный судья Михаил Крюков. Прежде всего, в качестве шахматного лектора ФИДE, мы здесь проводили семинар, так называемый воркшоп. Воркшоп – это переподготовка, подготовка арбитров к предстоящим большим, крупным международным турнирам. Здесь арбитры получили теоретическую закалку и непосредственно на практике уже будут принимать свои знания. Вот. Поэтому это очень важные, очень редкие семинары, достаточно редкие семинары бывают. Видный политический и государственный деятель Улан Чолпонбаев очень увлекался шахматами. В детстве даже занял 3-е место в республиканской спартакиаде. Во взрослой жизни у него уже не было времени играть в шахматы, но он начал поддерживать юных и молодых спортсменов. Ну, начну с того, что мы уже третий раз проводим международный турнир в памяти моего брата. Почему в памяти моего брата Улана Чолпонбаева? Так как он с детства, 6 лет, увлекался шахматами. Тоже выезжал на Олимпиады. Ну, конечно, у нас такое время было, что за пределами Кыргызстана, вы сами знаете, не выезжали. Ну, в пределах Кыргызстана всегда получал первые места. Потом ему, когда он стал депутатом, ему присвоили звание президент шахматной федерации именно Иссыкульской области. Вот. И буквально через некоторое время, получается, он покидает этот мир в связи с болезнью. Вот. А потом мы с отцом решили хотя бы, чтобы в памяти о нем что-то осталось, потому что он всегда при жизни, он всегда помогал детям и всегда прививал детям всякие интеллектуальные игры. Он помогал в детские дома, ходил с ними, играл, вывозил горы. И по вот этим всем биографиям, которые я изучила после его ухода, я увидела смысл того, что он вкладывался в наших детей. Ежегодный международный шахматный турнир среди детей имени Улана Чолпонбаева стал незабываемым событием для всего международного шахматного сообщества. Он не только продолжает наследие Улана Чолпонбаева, но и строит мост между поколениями шахматистов, создавая место, где мечты становятся реальностью и где будущие гроссмейстеры находят вдохновение для своих будущих побед.